зрения и, соответственно, отвечать всем, как и сторонникам, так и противникам. Так, дальше, значит, типы маркетинга сарафанного радио. Эта терминология, вообще здесь и методология, она очень плавающая, то есть некоторые люди выделяют больше этих типов word of mass marketing, некоторые меньше, некоторые объединяют одни с другими, то есть вот я выделила вот так. Первый, значит, тип word of mass marketing — это маркетинг слухов, buzz marketing, как они называют это в Америке. Это когда создается какой-то такой ресурс, о котором... Buzz marketing — это когда создается что-то такое, о чем хочется говорить. То есть, как шум вокруг чего-то говорят про продукт, например, так, чтобы завлекало окружающих. Я потом приведу пример этого маркетинга слухов. Потом, значит, следующий тип — это вирусный маркетинг, про это у нас много говорят в России. Вот это, я думаю, что это самый известный тип. О том, что придумываются развлекательные материалы, которые, в принципе, никакого отношения к компании не имеют, которые просто интересно людям передавать друг другу. Создается, грубо говоря, видео или аудио, или какая-то история, которая просто передается людям друг от друга по цепочке, поэтому он называется viral, вирусный, потому что как вирус распространяется сам по себе, потому что вы скачали, вам понравилось, вы отправили всем 3 друзьям. 3 друзьям понравилось, каждый отправил еще по 3 друзьям. Представляете, в какой прогрессии растет количество людей? Представляете, сколько просмотров этого? Но здесь нужно быть очень осторожным с этим маркетингом, потому что в этом маркетинге не должно быть рекламы. Очень-очень скрытая реклама. Естественно, что как только вы начинаете человеку показывать что-то или продвигать что-то свое, естественно, что ему становится неинтересно. Здесь нужно, я потом покажу пример видео, на мой взгляд, одно из самых лучших видео вот этого вирусного маркетинга, и вы посмотрите, как он сделан. Следующий тип — это маркетинг сообществ. Наверное, все знакомы с сообществами ВКонтакте, и очень многие из этих сообществ, которые правильно сделаны, они сделаны маркетологами. Они тоже, это все делается не впрямую, не делается впрямую сообщество любителей Карл Пазолини, Нужно думать, как это оформлять, так, чтобы людям было интересно общаться. Давайте общаться про дорогую обувь, например, хорошо? Давайте писать статьи о том, как за ней ухаживать. Давайте писать статьи, как делать или отвечать на вопросы о том, из чего она сделана. Вот таким образом завлекаются люди. Не говорите им: ой, давайте все покупать обувь Карла Пазолини. Естественно, что это никому не интересно. Нужно предоставлять интересный контент и инструменты для того, чтобы люди обменивались этой информацией. Следующий тип — это маркетинг влияния. Это когда мы привлекаем авторитетов. Например, это тоже все, естественно, зависит от бизнеса, в котором вы есть. Например, я могу привести пример. Если вы медицинская компания, которая выпускает какие-то лекарства, естественно, кто для вас является авторитетом? Естественно, являются авторитетом доктора. Вот их мы привлекаем, потому что люди кого слушают? Докторов, не компании фармацевтические, которые производят эти, грубо говоря, лекарства, а они слушают людей, которые для них являются авторитетом. Вот этих авторитетов нужно искать, с ними нужно работать, опять же, очень осторожно, очень аккуратно, не говоря 100% о том, что нам нужна сплошная реклама. Давайте вместе работать на то, чтобы людям было хорошо. Давайте вместе распространять знания, грубо говоря, а реклама и люди по вашей рекламе придут сами собой. Следующий тип — это ассоциационный маркетинг. Это когда выбирается какая-то социально значимая проблема, и вокруг нее начинают накручивать этот маркетинг. Например, сейчас, в принципе, у нас в России тоже эта тенденция поднялась. Сейчас люди вспомнили про инвалидов и начали про них говорить, правильно? Вот нужно взять вот этот момент, нужно смотреть, где тренд, нужно смотреть, где бренд, о чем люди говорят, о том, что принято сейчас делать государство. Хорошо, сейчас у нас государство поддерживает инвалидов. Давайте, если мы с вами производим лекарства, общаться с этими инвалидами и предлагать им, опять же, бесплатно какой-то контент, потому что у нас в очень плачевной ситуации, изначально мы будем это все делать, бесплатно их образовывать, бесплатно в какой-то мере им помогать. Это все идет в одну линию с политикой государства, с трендами, с тем, о чем говорят люди вокруг. Вот это работает. Предпоследний — это бренд-блогинг. Это, наверное, вы все знакомы в том, что создается блог. Создается блог какой-то определенной тематики. Опять же, какой-то не конкретно предназначенный, моя компания такая-то, я занимаюсь раскруткой сайтов. А создается блог о раскрутке сайтов, где, в принципе, предоставляется куча всякой информации, желательно полезной. Если человек предоставляет действительно полезную информацию, которую ему действительно интересно, которую людям действительно интересно читать, они начинают подписываться на рассылки. Они хотят получать это. Да, конечно, естественно, в рассылке, там в конце вы говорите: а я хотите узнать больше, сходите туда-туда. Вот так это делается.
И последний, и это самое главное, о том, что мы создаем инструменты. Мы должны думать о том, как мы создаем инструменты для распространения. Мало нам иметь хороший продукт или хороший сервис, хорошую поддержку. Нужно всегда думать о том, какие инструменты у нас есть для того, чтобы помочь людям распространить эту хорошую информацию о вас. Потому что по исследованиям больше трети людей, которые довольны, они не будут рассказывать. Они, может быть, бы рассказали, если их чуть-чуть подвинуть или чуть-чуть попросить. И сделали бы для вас это хорошее дело, несмотря на то, что они довольны. Но просто так сами пойти они этого делать не будут. Пока что-то, пока какой-то, в Америке говорят, не будет сделан call to action. Пока они не увидят кнопку на сайте «Поделиться с другом». Или пока к ним не подойдет какой-то человек, который скажет: вам понравилось, давайте я запишу ваш отзыв, и мы про это расскажем в своей компании. Обязательно нужно про это думать, как мы это делаем.